Наріман Джеляль взяв участь у цьому першому нашому саміті Кримської платформи. І, як сказав пан президент Зеленський у своїх вступних словах, повернувшись до Криму, пан Джеляль зазнав арешту з боку спецслужб Росії. Єдиний його зв'язок із світом, із буцегарні – це листи. І я хочу, щоб ви подивилися коротке відео із участю його дружини Левізи Джелялової. Как ты, родная? Мне не спится. Сейчас ночь с субботы на воскресенье. Я поспал днем и сейчас не могу уснуть. Думаю о тебе, о детях. Как я тебе завидую. Знаю, тебе нелегко, но ты рядом с ними, с нашими малышами. Трудно думать, что они растут без меня. Особенно Ниаль. Она как раз начинает ходить, говорить, делать что-то новое и забавное. Вот боюсь, что теперь ей придется меня узнавать заново. У меня один день похож на предыдущий. Время идет медленно, но оглянешься, вот и месяц почти прошел. В эти дни опять навалилась тоска, как в первую неделю. Я стараюсь гнать ее подальше, но сегодня не получается. Никакие иные вещи не идут с этим в сравнение. Но ты не переживай. Просто мне нужно с тобой поделиться. А с кем еще? По-прежнему уверен в тебе, в твоих силах. Не бойся быть слабой, не бойся, если что-то не получится. Только прошу, не замыкайся. Живи, ходи в гости, приглашай к нам. Наша разлука может быть продолжительной, но помни, ты мой самый любимый и близкий человек. Роднее тебя и наших деток никого у меня нет. Сделай все, чтобы ваша жизнь была полноценной. Это придаст мне силы и уверенности. А я буду бороться здесь. Это самый короткий путь к вам. Никакие договоренности не сделают этого. Да и разве можно им верить? Поэтому только бороться.